И сейчас следующий наш спикер расскажет вам, как с помощью своего здоровья, то есть как поправляя свое здоровье, поправляя здоровье своих близких, можно зарабатывать, можно получать большие и большие доходы. И я приглашаю на эту сцену топ-лидера Кыргызстана, человека, который ведет за собой огромную команду, человек, который получает в этой компании большие-большие доходы, человек, который ведет за собой огромную команду не только в Кыргызстане, но и далеко за рубежом. Итак, внимание на экран. Asmanga çölük bolğun tolor meni Alamda beyiş yerim bizdin beke Akbeyir arnamızdı elibizdi Alato aldın beşik aldı ilige Hele bizden bayırkı ulu elden Erkendik asabak sen cel bereken Ermanat baktır baştap dalay erler Ezelden hatta çurtu saktap kelgen Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökündü vergin Kırgızistan'da yaşap gelenim El jurtga dem güç bergen adam eken En sulu kaytalan kız koynu kennen Sıkınların çüy oz batken Jalabat dalastay jer bar beken Asmanga çölük bolğun tolor meni Alamda beşeri bizim meken Ardayım Kırgız eri Abbil Kırgız eli Anka beken Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Мына ушундай. Vergin Kırgızistan'da yaşap gelenim Kırgızistan'ım benim mekenim Kırgızistan'ım senin mekenin Kırgızistan'ım ökündü vergin Kırgızistan'ım Kırgızistan'ım Итак, под ваши бурные аплодисменты встречаем обладателя автобонуса, обладателя очень многих ценных подарков от компании «Фишин», дистрибьютора коммуникации «Воин Большом» звание «Золотое лет» Мурата Юсуева. Arkadaşlar, yeni yetkili oyunu durup biz rakip kullanalım sana. Arzaklarlar duruma kaldı. Gazeteli İnstitütü kançılık doları. Çok rahmat. Yerimdin su sudarı jerim altın. Gülde ver benim altın Kırgızistan'ım. Uşandı? Yaptı mısınız? Yapmayalım. Kırgızca Türkçe söylemek.
Мен орысча жақсы түшүнбөйм дегендер қолыңарды көтеріп қойғаншы. Кыргызча сөйлөм. Аябай жақсы болот эле. Өзү негизи бүгүнкү күндү башынан этегине чейин орусча сүйлөшөбүз деп мындай макулдашып алганбыз. Мен бир аз тактап алайын деп атам. Себеп дегенде мындан кийинки иш чарабызды чылкый, таза, нукура кыргыз тилинде сүйлөшөбүз. Сүйлөштүкпү? Жақсы. Эми бул жолка бизге уруксат берип койгула, ушул иш чарабызды аягына чейин орусча бүтүрөлү. Себеп дегенде бул жерге баягы орус тилинде жолугушуу болот деп адамдар нары жагынан баягы көкөлөгүнөн даярданып келишкен. Чындап келгенде азыркы кол көтөргөндөрчү ичине өз калп айтып коет азыр. Себеп дегенде рабыня Изаураны орусча көргөнсүңөр деп туурабы? Бөдөнөнүн көз жашын деле орусча жакшыраак кайда түшүнүп көрүп өтүп эле. Эми Бразилия менен каякта Чилиде тартылган кинолорду орусча көргөндөн мен Кыргызстанга чоңойгон кыргыз баланы орусча угуп койгула. Сүйлөштүкпү? Жакшы. Дайыр жолу өзүмдү тааныштырып коеюн. Менин атым кол чалып койсоңуздар болот. Жақсы табылып алабыз. Мен аты жөнүм Муратбек, фамилиям Жусоев. Өзүм негизи ушул Кыргызстанда эле айыл жеринде чоңойгонмун. Азыр мына жерде экранда көргөндө көпчүлүккө биринчи жол көргөн адамдар пейилинде көңүлүндө эмне деп ойлойт? Это я увлекся, да, на кыргызском языке. Да? Давайте я на русский перейду. Вот те ребята, которые первый раз видят мой ролик, да, они думают, вот везет же человеку, да? Вот он родился таким, ему Бог дал, ему все вот так вот как будто легко с неба, как дождиком насыпало, и он полную чашу счастья получил. На самом деле в моей жизни тоже было много всякого и хорошего, и испытаний, да? Я родился и вырос в сельской местности, в семье простого учителя и домохозяйки. Мой отец всю жизнь был добытчиком. Есть в зале мужчины? Эркектер кол көтөрүп койсоңор. Мен эркекмин дегенде үн чыгарып, мен деп койгончу. Кыз келиндер, биздин жакшынакай айымдар, девушки, поднимитесь и скажите, пожалуйста, я. Вот как должно звучать эта буква. Эркектер? Вот это я понимаю, есть мужчины. Вот кто такой мужчина? Вообще мужчина по природе это добытчик. Мужчина должен разжечь огонь, поставить стену, накрыть крышу, обеспечить семью хлебом, одеждой, теплом и уютом. Правильно? Это основная задача добытчика. И мой отец справлялся с этими обязанностями очень хорошо. Он был преподавателем английского языка, еще и работал в военной сфере, поэтому он зарабатывал хорошие деньги. Я помню, когда средняя зарплата у людей была где-то 75 рублей, мой отец зарабатывал около 300 сомов. Ну, в советские времена. 300 рублей, да? Это были хорошие деньги. И вы знаете, нам на 8 человек этих денег хватало на братьев, сестер моего отца и родственников. Но время поменялось, союз развалился, и куда-то ушел авторитет военного, куда-то ушел авторитет государственного чиновника, и в жизни многое поменялось. И вы знаете, именно в тот момент, когда мы, дети, выросли, и первые из нас, 7 поступили в учебное заведение, в нашей семье произошла катастрофа. Потому что мы потеряли отца, кормильца семьи. Никто из нас зарабатывать еще тогда не умел. Никто еще не окреп своим крылом, да? И женщина, которая всю жизнь сидела дома, она должна была выдать замуж дочку, женить и определить в жизни 6 парней. Как вы думаете, домохозяйке это тяжело? Когда представляешь, да, тяжело. А когда ты это переживаешь, это намного, знаете, я врагу своему не пожелаю те дни, когда я помню, я уехал в институт Бишкек, и домой я приехал только через 4 года, потому что у меня 4 года не было денег элементарно на каникулы приехать домой к маме. Вы знаете, когда я приехал, мама плакала, она говорила, балам, мен сени соғышқа емес, мен сени оқуға жібердім эле, армияға деле 1 жыл барып келшет. Сен атамекендік соғышқа барғандай болып 4 жылда бір келдің депші. Ошентип ойлаған. Я помню тот день, когда мы собрались всей семьей, мама испекла лепешки, а это были 90-е годы, помните, да, конец особенно 90-х годов. И последняя мука, она спекла хлеб, и мой старший брат, вот одна из лепешек над ней пригорела, мой старший брат взял ножик и начал строить вот это вот горелое место, да. И моя мама смотрит моему брату в глаза и говорит, балам, где печь, ушел на Англию. Кто помнит эти годы? Когда в магазине продавали четверть франки. Кто помнит те годы, когда мы в селах кушали загорать? Помните, да? А ведь это космический век.
Это мы коммунизм жили. И потом раз и все пропало, да? Вот тогда у меня в голове появилась картина. В этом мире нужно, пока ты способен на многое, пока есть здоровье, пока есть молодость, пока мозги на месте, пока тело позволяет путешествовать, работать, пахать и зарабатывать, надо своей семье обеспечить безопасность. У меня возник вопрос, почему мой отец это не смог сделать? Почему у моего отца, когда он зарабатывал хорошие деньги, когда он работал на должностях, не получилось финансово обеспечить семью? И вот когда я закончил университет, я уже на 4-м курсе был преподавателем, я много чего перепробовал: сельское хозяйство, производство, торговлю, сферу услуг, много чем я пытался зарабатывать, но в конце концов я столкнулся, знаете, с чем? Я понял простой закон жизни, в котором мы с вами живем. Куда бы ты ни пошел, на Волжский рынок, на Дордой, на завод, откроешь свой цех, откроешь свой кафе или свой магазин, ты работаешь, и у тебя деньги есть. Как только ты прекращаешь работать, денег в Аравии и в Турции говорят, водой, которой таскаешь ведрами, мельничные жернова не раскрутить. Тегирмендеп ташыганы, челектеп ташыган суу менен тегирмендин парасы айланбайт дейт. Человек, который работает и зарабатывает деньги своим телом, то есть с утра до вечера пашет и таскает заработную плату, это человек, который ведрами таскает воду в мельнице. Кто хочет выкопать свой арык? Чтобы мельница крутилась без твоих ведер. Кто хочет? Деминер челек менен акчага жүгүрбөй, үйүңөргө арык чап, акчаны казып болуш керек. Барып калышылар. Внимательно слушайте ту информацию, которую я сейчас расскажу. Почему? Потому что я инженер с высшим техническим образованием. Моя специальность инженер-конструктор радиоэлектронных средств. Вот эта аппаратура, которую видите перед собой, я должен быть конструктором этой техники. Я должен был работать с теми вещами, которые человек никогда не увидит, никогда не потрогает, не попробует на запах, на вкус. Я должен просчитывать все на тысячи шагов вперед, все это написать на бумаге и дать специалистам, которые на заводе соберут вот этот телевизор, тот телефон у вас на руках. Почему я об этом говорю? Математику, которую я сейчас вам буду показывать, я просчитал 1000 раз и в голове, и на бумаге. Это простая математика. Это простые вещи, которые дают вам возможность реально стать финансово свободным. Кто хочет финансовой свободы? Давайте мы сейчас посмотрим, как это происходит. Вот поймите, сейчас в современном мире торговля меняется. Механизмы торговли меняются. Почему? Потому что огромное количество людей теряют работу, потому что технологии развиты. Правильно? Если раньше 10 человек на лошадях вот так вот пахали землю, сейчас один бульдозер способен сотни гектаров спахать. И вот поэтому сфера торговли тоже начала использовать современные технологии. Именно в конце 20 века на рынке появилась система торговли, которая называется сетевой маркетинг. Это технология 21 века, просто люди этого еще не понимают. Если вы это сейчас поймете, через 5-10 лет ваша жизнь будет совсем другой. Что такое сетевой маркетинг? Вот смотрите, есть производитель, который производит товар. Таких заводов в мире сейчас много. Почему я говорю, что я работал в сфере производства? Потому что у меня был свой цех. И я понял, что производителям сейчас быть не особо выгодно. Потому что производителей на мировом рынке огромное количество. Согласны? Товар өндірген заводтар чашкан көп. И этот рынок уже забитый. И вот этот производитель производит товар, но для того, чтобы этот товар, который произвели где-то там в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, где-нибудь в Западной Европе, чтобы этот товар купили мы здесь, в Кыргызстане, этот товар сначала должен прийти в агентский центр, да? И вот наш производитель что делает? Он говорит, давайте мы обойдем механизм посредников, обойдем расходы посредников и транспортных услуг, я сам как завод доставлю этот товар, привезу в свой центр, который находится в Бишкеке. То есть он убирает массу финансовых расходов. Напрямую доставляет товар в свой агентский центр. И теперь в этом агентском центре вам остается сделать что? Кто из вас сейчас увидел вот эту продукцию, демонстрацию? Кому понравилась продукция? Понравилось? Вы бы хотели попробовать? Если вот люди, которые сейчас стоят на сцене, это ваши знакомые родственники, и если они вам сейчас поделились своим результатом, вы же захотели получить такой же результат. Попробуйте продукт, получите свой собственный результат. И следующий шаг, вы приходите в агентский центр, по рекомендации своего родного, близкого,
используете продукт. Если вы получите свой результат, скажите, вы расскажете об этом своим родным и близким? Расскажем? Кто помнит песню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес»? Почему советский? Мы люди любим советовать. Поэтому советские люди, правильно? Мы обязательно своим родным и близким посоветуем прийти в центр, использовать продукт и стать здоровым. Скажите, среди ваших знакомых тоже есть люди, которые хотят быть здоровыми? Если они тоже поправят свое здоровье, они об этом тоже расскажут? И потом появится следующее поколение, и следующее. И с каждым новым поколением количество людей, которые узнают эту продукцию, используют ее для себя, получат результат и будут благодарными потребителями, будет больше и больше. Самое главное заключается в чем? В каждом потреблении продукта вот этих людей есть ваше участие. Кыргызча айтканда, мынол адамдардын продукция алганында силердин акыңар бар. Ар бириңердин акыңар бар. У каждого есть из вас здесь, вот в этом потреблении, доля участия. И наша корпорация, благодарность вам за вашу рекомендацию, за то, что вы просто на своем примере продемонстрировали эффект продукта, решает выплачивать из этого товарооборота вашу долю. Интересно? Вы один использовали продукт на $100. Произошел всего лишь $100 товарооборот, да? Вы рассказали 3 знакомым, 3 человека использовали по $100. Сколько получилось товарооборота? 300. Если хотя бы 1/10 часть выплатят вам, остальное останется компании. Это нормально? Конечно, нормально. В 3-м поколении людей, которые придут, будет в 3 раза больше. Это 9 человек. 9 человек по $100 используют продукцию. Это будет сколько товарооборота? 900. 1/10 часть выплатят им, их знакомым, да, в предыдущем поколении. И 1/10 часть выплатят вам. Это сколько получится? Совсем немного денег, правильно? А остальное компания останется на производство и транспортировку. Тоже выгодно? Вот этот принцип и называется сетевой маркетинг. В принципе, каждый из нас этот механизм использует каждый день. Единственная разница между тем, что вы покушали в кафе и использовали продукт Тиньши, заключается в чем? Вы покушали в кафе, рекомендовали это кафе своим родным и близким. 100 человек пришли, провели там день рождения через вашу рекомендацию. Вам кафе деньги выплатит? Нет. А мы это делаем каждый день. Да? Той, таныштардан сурап бир, анан кийин тоюп көрөбүз да 500 кишиге. Кафе получило огромную прибыль, а вам даже спасибо не говорят. Здесь же в корпорации Тиньши вам благодарность выплачивают деньги. Понятно, да? И вот теперь самое интересное. Хорошо, продукт вам понравился. Хорошо, модель интересная, простая и понятная. Что мне нужно сделать? Возникает такой вопрос? Вот простому человеку что нужно сделать, чтобы начать с нами сотрудничать? Здесь для того, чтобы работать с корпорацией Тиньши, заняться своим собственным бизнесом с таким вот партнером, вам достаточно выполнять 4 простых действия. 4 самых простых действия. Первое действие называется «Используй продукт». Вот почему наша компания в первую очередь вам говорит: попробуйте нашу продукцию. Многие думают, ей лишь бы продать продукт. А на самом деле именно этот пункт говорит о чем? Насколько наша компания уверена в своем продукте. Насколько она уверена в качестве и в эффективности этого продукта. Почему? Потому что наша компания вам говорит: вы сначала попробуйте, а потом поговорим о бизнесе. Когда вы попробуете и получите свой результат, вы поймете, что здоровье нужно везде и всюду. И люди будут сами приходить сюда, если только узнают, насколько этот продукт качественный. Согласны? И вот теперь второе действие, которое вам достаточно сделать. Здесь оно написано как? Пригласить людей. А на самом деле, знаете, как я его упрощаю, просто понимаю. Когда ты попробовал сам, ты получил здоровье, расскажи об этом людям. Просто поделись. Өзің қолданғандай адамдарға айтып біле ғой, қолыңардан келеді. Таныштарыңа сол вишті айтып қойған қолыңардан келеді. Все, расскажите, просто расскажите. Из 100 человек, которым вы расскажете, 5-10 человек сами придут сюда. И не надо их таскать там на трассу, да, на буксире, вот в этот наш центр. Они сами придут. Почему? Они нуждаются в здоровье. Просто мы не знаем, кто из ваших знакомых нуждается в здоровье.
Поэтому рассказывайте всем подряд. Просто рассказывайте, делитесь этим добром. А когда ваши знакомые об этом узнают, придут и начнут пользоваться нашим продуктом, наступит третий этап. Третье действие, которое вам нужно научиться делать. Что здесь написано? Обучиться и обучить, да? Это немного сложно для простого человека. Давайте мы его упростим. Вот у нас у кыргызов говорят как? Сен өзүң ошол жакшылыкты көргөндөн кийин адамдарга айт, эң кызыгы айтканды үйрөнүп ал. Научись сам рассказывать правильно об этом людям. Не просто обучиться, а научись. Хотите научиться так же, как я говорю сейчас со сцены выступать со сцены? Кто хочет так научиться? Есть желающие? Мы можем вас научить. Обучаем бесплатно. Молодежь, для вас информация очень ценная. Потому что ораторское мастерство стоит каких денег, да? А мы здесь вас обучаем. То есть научись сам и научи своих знакомых делать эту же работу. То есть использовать продукт и рассказывать об этом. Можете этому научиться? А, у вас достучался. И вот теперь четвертое. Вот здесь написано руководить, да? Вот что такое руководитель? Вот кто такой руководитель? Чем руководитель отличается от подчиненного? Хотите узнать? Одним простым отличием. Руководитель, просто зная, у него больше опыта в этой работе. У подчиненного меньше опыта, правильно? И чем руководитель может руководить своего подчиненного? Тем, как он будет советовать в определенных ситуациях. Вам нужно что делать? Вам нужно понять, Тяньши – это не бизнес того, кто вас сюда пригласил. Тяньши – это не бизнес господина Джана. Это не бизнес Мурата. Это ваш личный бизнес. Это ваш бизнес. А мы – это люди, которые вам показывают, как этот бизнес делать профессионально. И все. Мы вам показываем, как это делать, способы, механизмы. А вам нужно просто этому научиться и руководить своими партнерами. Потому что через год, через два люди, которые вслед за вами придут в Тяньши, кто-то будет во Владивостоке, кто-то будет в Москве, кто-то в Турции, кто-то в Испании. Они вам будут звонить и говорить: вот мой знакомый пришел ко мне с таким вопросом, что мне ответить? И ты руководишь этим человеком чем? Ты говоришь, ему надо ответить вот этими словами. На эту встречу нужно прийти вот так вот подготовившись. Это все руководство. Кто может с этим справиться? Вот это ваше руководство. 4 простых действия. Любой может, да, с этим справиться? Хорошо, прекрасно, мне это понравится. А конкретно мне сейчас что нужно сделать? Возник такой вопрос. Вот давайте теперь посмотрим следующее. Для того, чтобы начать сотрудничество с корпорацией Тяньши, достаточно просто зарегистрироваться в компьютерной базе нашей компании. Регистрация предполагает, что вы предоставляете всего лишь паспортные данные, и для того, чтобы компьютерная система обработала ваши данные, 820 сом услуга. Классно? Все очень просто. При этом на ваше имя открывается автоматический ID-номер, который действует в 110 странах мира. То есть у вас бизнес в первый же день регистрации появляется бизнес в 110 странах мира. То есть, находясь в Кыргызстане, вы по интернету можете этот бизнес рекомендовать своим партнерам где-то в России, там, в Турции или так далее. Да? Следующее. Право бесплатного обучения. То есть вот люди, которые сейчас сюда пришли в первый раз, еще раз поднимите, пожалуйста, руки. Как вы думаете, зачем они здесь сидят? А они здесь учатся. Вы сюда бесплатно зашли? Вот эти люди тоже сюда зашли бесплатно, чтобы научиться этому. Классно? Вот так у нас происходит обучение. Следующее. Вам дается пакет документов. Это подшивка информации, в котором есть вся достоверная, полная информация о нашей деятельности. Вот этот вот пакет документов, это как раз таки та информация, которая в себе содержит всю информацию и о продукции, и о нашем бизнесе. Вот я его сейчас сюда рядом положу, потому что в конце еще продемонстрирую кое-что из этого пакета. Следующее. У вас появляется, самое интересное, это что? У вас появляется наставник. Что такое наставник? Кыргызда эмне 100 ичинен күлүп чыгат, 1000 ичинен тулпар чыгат. Эгерде саяткери таппаса. А саяткер болбосо эмне болот? Казык арта чучук. Башка оштуктар айтмакчы эч кайдан чыкпайт. Туурабы? Хотите быть гүлүк? Хотите быть тулпар?
саяпкер керек. Силердин саяпкериңер болот. Силерди окутуп үйрөтүп, ушул иштин мүмкүнчүлүгүн, ушул иштин ар бир кадамын, ар бир акыбатын, аракетиңерди силерге колуңардан жете эле үйрөткөн саяпкерлер. У вас будет тот тренер, который из вас сделает чемпиона. Чемпиона бизнеса Тиньши. И еще один такой момент. У каждого из вас на руках есть телефон. С момента регистрации у вас появляется личный кабинет внутри вашего телефона, в котором вы можете увидеть все ваши действия, все ваши доходы, которые происходят из 110 стран мира. Классно? Ночью в 12 часов, когда вы перед сном дети уже заснули, ты открываешь телефон и видишь, что у тебя там произошло. Вот это вот потрясающая возможность. Об этом вы тоже узнаете у людей, которые сюда вас сегодня пригласили. Мы пойдем дальше. В момент регистрации вам присылается статус партнера компании Тиньши, дистрибьютора с 3 звездами. Следующее. Как только вы используете продукцию на 200 PV, вам присылается статус дистрибьютора с 4 звездами. Здесь у вас появляется скидка на всю продукцию нашей компании, которая действует на рынке всех 110 стран мира. У вас появляется возможность зарабатывания денег. Процентные соотношения здесь указаны. Давайте мы их не будем озвучивать. Почему? Потому что пусть останется интрига, чтобы вы пришли в наш центр и там узнали более подробно. Хорошо? Дальше. Как только 5 человек в вашей организации, вы научили делать то же самое, что и вы сами, то есть они стали дистрибьюторами 4 звезд, вам присваивается статус 5 звезд. Понятно, да, шаг? Очень просто. 5 человек научил, следующий уровень твой, потому что ты эти 5 человек, ты являешься их руководителем. Следующее. Здесь ваши доходы будут составлять что? На уровне 4 звезд около 100 условных единиц, можно сказать в долларах. На уровне 5 звезд ваш доход составляет около 300 условных единиц или долларов, да? У нас мы привыкли в долларах все считать. В среднем в месяц. 5 человек в вашей организации выполняют условия 5 звезд, и вы становитесь дистрибьютором 6 звезд. Ваш доход будет составлять около 500 условных единиц. И так далее. Вот этот вот принцип: 5 человек научи и подними до своего уровня. И ты становишься на ступеньку выше. Вот это все повторяется. На уровне 7 звезд ваш доход составляет около 1000 долларов в месяц. На уровне 8 звезд около 1500 долларов в месяц. Самое интересное, за какое время можно пройти путь от 3 звезд до 8 звезд. Очень простая математика. Если каждую ступень открывать для себя раз в месяц, то есть 5 человек, каждый просто эффективно выполняет свою работу, да, то получается 1, 2, 3, 4 и 5 месяцев. И ты 8 звезд. Но если ты хочешь более, как у нас говорят, основательно, более крепко построить бизнес, можешь немного еще поработать и в течение 2 лет комфортно, эффективно дойти до 8 звезд. То есть за 1,5-2 года, кто хочет получать доход в течение 1,5-2 лет, 1500 долларов. Нормально? Да? Теперь эти квалификации у нас называются рабочими, следующие статусы у нас называются почетными. Все, что тебе нужно сделать, это научить всего лишь 2 человека стать дистрибьютором со статусом 8 звезд. Всего 2 человек поднять до своего уровня, и тебе присваивается статус бронзовый лев. Здесь твои доходы будут составлять около 2000 долларов в месяц. Третье, у тебя 2 человека есть, еще одного человека воспитал и вырастил, и ты становишься серебряным львом. Здесь доходы составляют около 3000 условных единиц. 4-го человека воспитал и вырастил до 8 звезд, тебе присваивается статус золотого льва, и здесь доход составляет около 5000 долларов. У кого-то намного больше может быть. То есть просто зависит от того, как ты это все организовал. Следующие уровни, вот здесь вот видите, да, бриллианты были. Эти бриллианты начинают еще больше приносить успех в бизнесе. И почетный статус называется золотой лев от 1 до 5 звезд. Следующий уровень — это почетный член правления корпорации Тяньши. И наивысший статус — это заслуженный почетный член правления корпорации Тяньши. То есть на уровне заслуженного почетного члена правления корпорации Тяньши ты становишься владельцем акций или совладельцем компании Тяньши. Кто, находясь в Кыргызстане, хочет стать совладельцем одной из крупнейших корпораций, находящихся в Китае? Есть желающие?
Вот это доступно абсолютно любому человеку. И вам нужно понять еще одну интересную вещь. Мы сейчас говорили только о денежных, да, вознаграждениях. Но именно вот в этом пакете документов есть информация о том, что в момент регистрации компания Тиньши обязуется перед вами при выполнении всех этих условий вас вознаграждать еще и материальными ценностями. То есть это международные поездки. Вот сейчас в самом начале Леша говорил, кто хочет ездить за границу бесплатно. Есть желающие? Вот как раз таки эта возможность, это международные поездки. И возможность эту вы можете использовать, начиная с 7-8 звезд. 1-2 раза в год компания вам предоставляет возможность реализовать международные поездки. То есть буквально через 2-3 месяца любой желающий, начав работать, может эту возможность использовать для себя. Следующая материальная ценность – это автомобильный бонус стоимостью 30 тысяч условных единиц или в переводе на сомы 2 миллиона 190 тысяч сомов. Какую машину вы себе сможете купить на эти деньги? Представляете, да? Вот те цифры, которые были озвучены, в Кыргызстане было подарено около 60 автомобилей. Вот об этом мы как раз таки говорим вот здесь. Этот автобонус предполагает, что вы его получите на промежутке от статуса бронзового льва до золотого льва. И следующая ценность, которую вы можете здесь получить, материальная, это элитная недвижимость стоимостью 170 тысяч условных единиц. В переводе на сомы это 12 миллионов 410 тысяч сомов. На 12 миллионов. Кто бы хотел жить в таком доме? Есть желающие? 12 миллион сомдық үйді. Алма келіп? Вот вам все, что для этого нужно сделать. Зарегистрироваться, паспортные данные и 820 сомов. Но самое интересное, почему в самом начале вам говорили, ребята, не теряйте корешки, досидите до конца, потому что вас сегодня ждет шикарный сюрприз. А сюрприз заключается в чем? Именно сегодня все вот это вы можете получить абсолютно бесплатно. В каком плане? Регистрация бесплатная. Шикарно? Все, что вам нужно сделать, это заполнить анкету, паспортные данные, поставить подпись, и мы начнем с вами свой путь. Да? Путешествие в 1000 ли начинается с первого шага. И вот смотрите, что такое Тиньши сегодня? Почему я, человек с высшим образованием, большим опытом в бизнесе и в государственной службе, сейчас работаю именно в Тиньши. И причем не первый десяток лет. Потому что для меня Тиньши – это не просто способ зарабатывания денег. Сейчас вы увидели, что Тиньши – это огромная социальная ответственность. Вы видели, что мы участвуем в социальных проектах, переоценить которые очень сложно. Это государственного значения, да, действия. Вы видели, как мы оплачиваем обучение специалистов в протезный центр. Вы представляете, до того, как мы оплатили, в Аше не было филиала протезного центра. Там люди, у которых нет рук по каким-то причинам или ног, не могли себе заказать протезы с момента рождения до 20 лет, пока кости не окрепнут. А сейчас этим детям наши специалисты, которых мы подготовили, изготавливают протезы на южном регионе. Вам это нравится? Можете поаплодировать. Еще один момент. Мы тогда показывали продукцию Галина Миникулова, она просто потрясающий специалист. Она подчеркнула, насколько это важно. Я хочу сказать, знаете еще что? Что такое больной человек? Это как вампир. Человек, которому все родные и близкие приносят хоть чуть-чуть денег, чтобы он купил себе лекарства. Барбы туғандар арасында ошондойлор. Баяғыдан хабар алып қойынды үйіне барғанда сөзсіз 5 сом 10 сом ала арасында мынау дарын алып ішіп қойшы деп 5 сом 10 сом ақша бересіңдер. Бар ма сондайлар? Это человек, который у всех родных и близких потребляет деньги. Это не потому, что ему так нравится, а потому, что он вынужден. Что такое здоровый человек благодаря продукции Тиньши? Вот этот человек, которому все родные и близкие скидывались деньгами, он, используя нашу продукцию, встает на ноги. И столько человек теперь свободны от того, чтобы приносить деньги. Это первое. Второе. Теперь этот здоровый человек будет содержать свою семью сам. Он будет зарабатывать деньги, будет приносить пользу и обществу, и своей семье, и станет сам независимым ни от кого. Кто хочет вот такое добро нести людям? Есть желающие?
самое интересное, можно зарабатывать большие деньги, делая добрые дела. И к чему мы с вами можем благодаря этому прийти, я вам хочу показать простым видеороликом. Можно ролик на экран? конца 2018 года было более 60 автобонусов вручено гражданам Кыргызстана. На сегодняшний день количество автобонусов в Кыргызстане превысило 100 человек. Намного превысило. Кто хочет следующим получить автобонус? Можно и нужно зарабатывать огромные деньги, принося людям здоровье, возможность быть финансово свободным, возможность путешествовать по миру, используя продукцию и бизнес-компании Тиньши. Я вам желаю сейчас, после этого мероприятия, обязательно задержаться, встретить человека, который вас сегодня пригласил, задать ему вопросы, которые у вас возникли, и потом вместе с ним обязательно пойти в официальный агентский офис компании Тиньши, который находится в разных адресах города Бишкек. Если вы не из Бишкека, то обращайтесь к вашему наставнику, который вас сегодня пригласил, и он покажет, где, в каком регионе вы можете использовать нашу продукцию. Спасибо вам за внимание. Я приглашаю на сцену всех спикеров, которые сегодня выступили и предоставили для вас шикарные информацию.